Журналисты «Известий Мордовии» всегда в центре событий. Они освещали самые грандиозные спортивные состязания этого года – чемпионат мира по футболу. Наиболее яркие моменты Мундиаля запечатлели фотокорреспонденты издания. Их работы можно оценить на выставке, которая открылась в музее имени Эрзи. Кроме фотографий с чемпионата мира, на ней представлены и раритетные кадры редакции разных лет. Холл музея имени Эрзи словно снова возвращает нас в самое яркое событие уходящего лета. Эмоции болельщиков и игроков застыли на первых полосах «Известий Мордовии». Газета активно освещала Мундиаль, не пропустив ни одного события. Журналисты и фотографы работали в режиме нон-стоп, оперативно пуская в печать горячие новости. Работа шла 24/7. Мы работали в городском пресс-центре. Соответственно, фан-фест вот отсюда, это был как раз материал, так скажем, сделан. Если историю этого материала вспоминать, то получилось, что мы должны были его сдать за час до того момента, как газета отправилась бы в типографию. На этот фотоаппарат сняли часть сегодняшней выставки. Его владелец Олег Еремин работает в «Известиях» 8-й год. Его камера запечатлела сотни событий. Самое яркое из них сейчас красуется на стенах музея. До выставки эти кадры еще во время Мундиаля видели более 20 тысяч подписчиков газеты. Эта атмосфера, дух чемпионата, он не только на стадионе, то есть он был пропитан весь город этой атмосферой. То есть это вот пляски вот этих болельщиков, то есть не только игра, а вот эти эмоции болельщиков, то есть вот эта вот толпа огромная, которая охватывает там все, заполняет все вокруг. Это, конечно, потрясающе. До сих пор смотришь эти записи видео, мурашки по коже. От настоящего к прошлому красочные кадры сменяют черно-белые фотокарточки. Именно на этой части выставки начинается история «Известий Мордовии». Здесь и первый номер, вышедший ровно 100 лет назад, 28 августа 1918 года. А еще можно посмотреть на то, с помощью чего раньше создавали газету. Печатные машинки, дискеты, диктофоны, фотоаппараты, а еще множество фотографий, сделанных этой раритетной техникой. Среди сотрудников, журналистов газеты было очень много фронтовиков. Кроме того, Петр Васильевич близко дружил с героем Советского Союза, тоже нашим земляком, легендарным летчиком Михаилом Девятаевым. И нередко Девятаев был гостем редакции. И вот на этой фотографии как раз запечатлен непосредственно он и те сотрудники газеты, которые воевали на фронте. Посмотреть на выставку пришли не только люди, создающие или когда-либо создававшие эту газету. Здесь и преданные читатели. Валентин Крайнов из года в год выписывает любимую газету. Он не только читает новости из жизни республики, но и несколько раз принимал участие в создании фотоконтента. Можно даже сказать, что он на время становился внештатным корреспондентом. Снимки некоторые давал тогда. С видами Саранска, там и раненые были, рынок фотографировал и так далее. И после войны я тоже, когда закончилась война, тоже кое-что фотографировал, но в штате не был. Сейчас «Известия Мордовии» читают ежемесячно несколько десятков тысяч человек по всей республике. На ее страницах общественно-политические, экономические и культурные аспекты жизни республики. Ваша газета сегодня является одним из самых влиятельных, самых надежных источников информации для наших граждан, для людей. Газета выходит 3 раза в неделю, но свежие новости можно почитать не только во вторник, среду и пятницу. Круглосуточно о событиях можно узнать на сайте и в группах в социальных сетях. Над изданием ежедневно работают почти 40 человек. Коллектив газеты «Известия Мордовии» очень замечательный, команда сплоченная. Вот подумайте, что совещание заканчивается в 6 часов вечера, и человеку нужно написать, прийти с этого совещания, а все остальные ждут его сверстать, потом это вычитать, прочитать, и это отправить еще на печать, и потом люди все об этом узнают на утро, все свежие новости и проверенные новости. Это тоже очень радует. Всего на выставке собрано более 50 работ, посвященных чемпионату, и более сотни экспонатов, посвященных юбилею газеты. Ознакомиться с историей издания и вспомнить яркие моменты Мундиаля можно до 24 сентября. Ольга Данилова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.